Самой характеризующей деталью для любого человека, будь то мужчина или женщина, всегда является его одежда. Потому как одет человек, можно составить его психологический портрет. Можно понять предпочтения и неприятия. Можно узнать о вкусах личности, от предрасположенности к тому или иному. Если одежда отдельного человека дает представление о его личности, то по национальному костюму можно узнать целый народ. Национальный костюм горцев у всех кавказских народов имеет общие черты и схожий покрой. Следует отметить, что функциональность одежды стоит у горцев на первом месте. Верхняя одежда горца состоит из черкески, рубашки, штанов. Поверх всего этого одевалась бурка, которая изготовлялась из овчины и, как правило, была довольно длинной. Непогоду она защищала от дождя или снега, также она защищала от ветра. Бурка была одинаково удобна и для пешего, и для всадника. Носили ее на левом плече, чтобы в случае опасности правая рука была свободна и можно было быстро обнажить оружие. Во время привала она служила и подстилкой, и одеялом, а под голову в качестве подушки клали папаху. Бурка, накинутая на воткнутые в землю коля, служила палаткой, а накидывая бурку на оба плеча, человек маскировал свое оружие. Эти преимущества бурки способствовали ее распространению и среди других народов, в первую очередь среди казаков Кубани и Дона. Легендарная черкеска. Ничто не смотрится на мужчине лучше и достойнее. Любые костюмы от Пьера Кардена или Версаче блекнут на ее фоне. Черкеска плотно облегает торс, области талии перетягивается ремнем и расширяется к низу. Обычно черкеска достигала коленя, хотя могла быть и длиннее. Значит, у многих народов Кавказа этот костюм имеет свое название. Но в русской историографии этот костюм, праздничный костюм, имеет название черкеска. Термин черкеска, она появилась в 19 веке. Видимо, потому что большинство горцев тогда собирателями назывались черкесами. Почему? Потому что черкесов было много. Может, из-за того, что их численность большая, доминирующее положение на Северном Кавказе, поэтому назвали этот костюм черкесом. Но чоха, по мнению Джавахашвили, значит, грузинского этнографа, означает на переводе с турецкого «шерсть». Действительно, значит, черкеска, она изготавливалась из домотканной шерсти. Маш, волцы, ногч, маш. И у чеченцев был специальный станок. Маш, буц, дохар. Так он назывался, станок. Значит, это массивный станок. Вот на этом станке изготавливались нити шерстяные. Вот, и изготавливалась маша, домотканная, сукно. Черкеску шили без воротника, по обеим сторонам груди располагались газыри. В газырях хранились трубочки с мерными зарядами для оружия. Также в них хранился необходимый для горца минимум соли, сахара, нитка с иголкой и прочее. Обязательным элементом костюма считался пояс. Его не носили только дети и глубокие старики. Оставаясь обязательной деталью костюма, пояс имел немаловажную роль для престижа. Богато украшенный, он являлся гордостью своего владельца. Изготовлялся он из качественной кожи и в меру достатку своего владельца, как и газыри, украшался серебром. Серебряные украшения несли в себе определенную информацию. По ним можно было судить о достатке обладателя. Посмотрите на этого красавца. Вряд ли какая-либо другая одежда более к лицу мужчине. Суконная или шерстяная черкеска самим своим видом украшает любого мужчину. Обратите внимание, ремень – обязательная деталь костюма, и большой живот им не перетянешь. Это еще одно свидетельство того, что чеченцы всегда считали стройную фигуру обязательным атрибутом мужчины, а большой живот был поводом для насмешек и обидных прозвищ. Черкеска считалась парадной одеждой, повседневно чеченцы носили бешмет. И здесь мы видим тот же подход – облегающий верх, стянутая талия и широкий низ. Одним словом, эталонный крой. Разница лишь в том, что нет газырей, а в силу того, что бешмет плотно застегивался, под ним не обязательно было носить рубашку. Если бешмет или черкеску сегодня мало на ком увидишь, то традиционная обувь вайнахов совсем другое дело. Мягкие кожаные мяси довольно широко распространены и сейчас. По словам тех, кто носит ее повседневно, нет ничего удобнее. Причем они сохраняют постоянную температуру ног, как зимой, так и летом. А раньше, как ни странно, мясы носили и мужчины, и женщины. Принципиальная разница между мужской и женской обувью нет. Вот, например, и женщины, и мужчины носили мясо. Значит, это ичиги с короткими голенищами, короткими.
Куда больше распространены среди чеченцев и по сей день старинные головные уборы. Суранкуй, каракулевая шапка, символ достоинства. К ней у чеченцев всегда было трепетное отношение. Сняв с мужчины шапку без его разрешения, в ответ можно было получить удар кинжалом. Тому было объяснение. Каракулевая шапка свидетельствовала, что ее обладатель состоялся как мужчина и воин, и снять с него шапку означало нанести кровную обиду. Также непременным атрибутом мужского костюма являлось оружие. История кавказских народов изобилует войнами и междуусобными стычками. Именно поэтому оружие стало постоянной принадлежностью чеченского мужчины. Что ж, с оружием у нас и сегодня без проблем. Просто выйдя на улицу и проведя хотя бы 5 минут, встретишь десяток вооруженных людей. Милиционеров, военных, просто важных персон. А в национальном костюме, если за весь день одного увидишь, уже событие. Сегодня в нашей республике реализуется государственная программа духовно-нравственного воспитания. Нормы ислама и традиции чеченцев объявлены главными приоритетами общества. Женщины не могут появляться на работе без платков и в откровенной или вызывающей одежде. И это правильно, мы все-таки чеченцы. Но почему бы не установить особые нормы в одежде и для мужчин? Для начала можно обязать всех госслужащих появляться на работе только в черкесках. А что, смотреться будет получше пиджаков и костюмов, да и функциональность не уступает. Опять же, и начальники с большими животами призадумались бы о собственном эстетическом виде. Не подпоясаешь же, в самом деле, тонким горским ремнем. Но это так, к слову. Хотя, если серьезно, то национальную самоидентификацию ничто не выражает ярче и точнее, чем черкесска. Чеченский этнос – самый крупный этнос на Северном Кавказе по численности. Мы занимаем 4-е место на Кавказе. В Российской Федерации 3-е место, если не память не изменяет. Но из всех народов постсоветского пространства чеченский этнос, который наиболее пострадал в этом плане, то есть не до конца глубоко изучена материальная культура истории нашего народа. Я думаю, что нам предстоит ученым, землякам более глубже изучить историю и материальную культуру, и этнографию нашего народа. И я думаю, в конце концов, выйдет свет, обобщенной, научно обоснованной, глубокой истории войны. Просто представьте, молодого чеченца в парадной черкеске на улицах Грозного. Разве он будет менее интересен женской половине, чем франты, щеголяющие в дорогих костюмах? Да если бы только в них. Подчас на улице можно встретить такое, что не сразу и поймешь, то ли молодой человек, то ли пугало огородное. Чеченцы, наши предки, оставили нам лучшие в мире законы и традиции, самую достойную историю, а еще и прекраснейший образец мужского костюма. Если мы называем себя их достойными потомками, давайте придерживаться хотя бы чего-нибудь из перечисленного, а еще лучше всего этого сразу.